Куда-то я хотел зайти. Однозначно не туда. Так, сегодня что у нас? Пятница. Пятница. Вечер уже, да? Время сейчас посмотрел, сколько? 16-18, да? Правильно. 16-18. В Якутске пасмурно. Как вы можете видеть, сегодня у нас 6 июня. Впереди 2 выходных будет. Вот тут какие березовые махаля. Возле китайской стены-то здоровенные. Вот тут велосипедисты. Вот 2 выходных впереди будет. Неужели вот такая погода будет пакостная, что вот как сейчас? Не совсем это хорошо. Такая немножечко давящая облачность. Сколько дождик бы чуть-чуть полил, что ли. Пыль прибил. Но пока дождиком не пахнет. Что-то. Улица Пояркова. Перекресток Пояркова, Курышова. Это у нас самокатики вот тут, вот, пожалуйста. Можно покататься при желании и наличии средств. Ну, тут новый тротуарчик. Ну как новый, он уже с того года, по-моему, что ли, или с позапрошлого. Более-менее нормальный. Так, что такое? Китагава. Новое корейское меню с 1 мая. Ага. Вот тут недалеко находится Китагава. Смотрите, какие-то кустики, деревца посадили. Тут мне нравится тоже, вот проходит такой деревья, березки защищают от шума, пыли хоть немножко. Слышно, самолет там летит где-то, но из-за облаков ничего не видать. Ничего не видать. Так, 7 человек смотрит. Всем привет. Дождя нету. Привет, Стрелец. Так. Стрелец. Что-то мороженого хочется. Мороженого? Ну, вот сейчас вот по пути будет магазин с мороженым. Кстати, магазинчик Сластена. Какая машина красивая. Вот тут вечная мерзлота, похоже, поработала, что ли. Эти аж плиты треснули, смотрите. Одуреть можно. Ну да, вечная мерзлота, она такая. Вот все ломает. Поэтому тут у нас такие вот особые условия. Ну, как в жизни, да? На вечной мерзлоте. Так, отсюда мы свернули, это улица у нас Курышова. Тут пока стоим, ждем светофорчик. Светофорчик небольшой. Это улица Шевкунова, что ли, или Горького. Шевкунова, по-моему. Была. Так, все, пошли. Пошли. Что-то там работник на крыше делает, лазит. О, да, там двое стелят, видать. Крышу стелят, чтобы не протекало.
Смотрите, сколько транспорта здесь. Двусторонние улицы. Явно не хватает, конечно, ширины дорог в Якутске вот сейчас, чтобы транспорт этот побыстрее проскакивал как-то. Они стояли, вот эти многочисленные пробки. Тем более сейчас летом. Птички, воробьи это, да, чирикают. Ага. Точно воробьи. Солнечная панель висит. Видите, да, светофор на солнечные панели, переход работает. Это что за дом такой сделали? Любимый магазин пряжи. Что сделали что новенькое. Вот он какой. Для любителей вязать, да? Шить что-то. Тут нужно что-то найти интересненького. Дошли мы до остановки. Тут, по-моему, 7-я школа вот эта вот. Она так и называется. Такие указатели тут висят. А точно остановка 7-я школа. Карта есть. Карта маршрутов автобусных. Приближаемся мы к улице Лермонтова. Вот этот дом, ТУМ, по-моему, да, построил. Опять самокаты вот можем наблюдать. Так, вот тут был электромагазин когда-то, я помню. Сейчас что тут? Доставка вкусной еды. Джой. А, нет, он в том был. В том дальше спутала. Здесь гастроном, Озон. Сеть полиграфии даже есть. А тут, по-моему, компьютерный клуб был. А сейчас медицинский центр Удалянчи сделали. Китайский, что ли? Удалянчи. Похоже, да? На то. Вот тут был электромагазин. Вот тут вот. Сейчас тут его нету. Сфера комфорта. Надписи. Что-то тушновато. Я в куртке. Так, вот он, подходим к этому сластюне. Тут заморозки разные, мороженое продают. Он находится прямо напротив вот этого здорового домина. Мороженое, видите, пирожное. Сластена. Так, ну что, работает он до 8 вечера. Так, вот мороженое есть. 54 какое-то. Вот оно, можно было взять. Вот, вперед по 33. Обалденно. 43 есть рубля. Так, а тут что? А тут, по-моему, заморозки, да, идут? Ну да, овощи разные. Морепродукты, креветки, крабовое мясо. Сколько тут всего. Ягоды, слива. Сколько слива, сколько интересно. Непонятно.
Ладно, вот такие примерно цены. Так, тортики. Есть тортики небольшие, по 250 грамм. Ну, в стаканах этих мороженых. Пломбир есть. А можно брикет целый взять сразу. Полкило или килограммовый. Килограммовый 550 стоит, 560. Наесться взять и наесться. Так, а тут что? А, тут пельмешки. Пельмешки. Вареники. Вообще мясо. Мясо даже, да? Мясо есть. Колбаса. А что, наггетсы? 900 рублей. 1,5 килограмма наггетсов. Ходим. Какая же вы алчная. Ой, да почему не алчная? Ну, наверное, каждая мать вам думает. Люди заходят. Якутское эскимо. И так далее, да? Вот тут можно попробовать якутское эскимо зимой в мороз минус 50 градусов. Ну какая машина расписная вся. Расписали ее как матрешку. Короче, заходите в эту сластену в декабре или январе, приезжаете, в феврале можно, берете, покупаете тут мороженое эскимо якутское, и выходите их кушаете на морозе при минус 50, и мороженое вас будет согревать. Так, читаю. На сластену, да, сходили. Тима, привет. Макс, привет. Бери Баскин Роббинс. Да ну нафиг. Миллион стоит. Это Баскин Роббинс, химия какая-то. Советую, очень вкусная. Ну я пробовал, да, немножечко. Один шарик, по-моему, что-то когда-то, но это дорого. Не такие у нас заработки, чтобы таким мороженым баловаться. Дорогим там стоит сумасшедшие какие-то деньги. Он пищит. Проехать не могут. Вот тут бывший ресторан. Как это? Вот тут находился вертолет, клуб злосчастный. О, какая штука у него. Это типа мопед, да? Что-то такого плана. Электро. И это самое сел и едешь, да? А, они что-то медленно как-то вообще ездят. Тут медосмотр. Музей, КГ, оргинеколог. Вот это. А сейчас тут ювелирная компания. Вот. Тут тоже, кстати, плитка что-то вообще вся пошла. Разбила ее конкретно на мелкие кусочки. Вот что мерзлота делает. Видите, да тут, я не знаю, какие-то сверхматериалы надо, чтобы все это устояло, выдержало. Вот уже зеленое, смотрите, у нас тут кусты вот эти зеленые, все такое. Где-то сейчас в лесу хорошо, кстати. Тут, кстати, какие-то цветочки цветули, смотрите, вот. Видно, да? Я не соображаю ничего. Пчела даже летает, или это оса? Вот видно, да? Он залазит внутрь цветка, опыляет. Ну, тут не одна, а несколько их. Вон вторая летает даже. Смотрите, у нас в мире животных, да, получается передача. В мире насекомых.
Тут тоже, смотрите, цветы тоже какие-то красивые. Нарвать вот так, принести домой, поставить в вазу. Да? Тоже красивые. Полевые цветы же красивые. Почему обязательно надо покупать какие-то там розы, мимозы, тюльпаны? Сумасшедшие деньги. Можно и довольствоваться. Смотрите, вот тоже тут растут. Как это называется? Одуванчик, по-моему, да? По-моему, одуванчик. Вот одуванчик растет тут вам. Пожалуйста. Куча, короче, цветов. Даже в городе. А если уж куда-то выйти за город, там, на зеленый луг, кстати, сейчас ведь должны, по-моему, сегодня 6, да? В начале июня, как вода-то сходит с зеленого луга, там лук, ну вот этот лук, который растет. Обычно ходили туда, собирали. Единственное, но там комары. Кстати, проходим картинную галерею. Вот она. Картинная галерея. Местные художники выставляются. Видите, какая красота стала. Надо замечать вот красивое, да, в жизни. Зачем замечать что-то плохое, если можно замечать хорошее? Проходим вот новый дом, такой вот шикарный. Строят его. Тут квартиры продаются. Дом не простой, а элитный. Телефончик вы записываете. Какая-то ипотека, сниженная процентная ставка. Тут были деревяшки. Стояли такие, убитые уже. Их должны были, по идее, снести уже лет 20-30 назад, а они вот только заливным методом делают. Это, сейчас я вам покажу, видите, да? Бетон что-то заливают, короче, бетоном. И потом стены. Так. Макс, дорогая жизнь, все правильно, Тима. Ну, тем более, что сладкое, там сахар в этом мороженом. Вот, взять молока, да. Сахар. И можно самому сделать. Взять там банан какой-нибудь, еще что-нибудь, измельчить в миксере, перелить в эту форму для мороженого, есть такое. В морозилочку, и все, он тебе мороженое. За час он будет готов, уже в холодильнике замерзнет. Будет дешевле и полезнее. Потому что химозу ты туда однозначно не засунешь. Торговый центр Вавилон. Вот. Один торговый центр, и вот напротив другой Олимп торговый центр. И тут, наверное, еще сделают. Да, я думаю, что первые этажи, естественно, будут под коммерцию какие-то. Коммерция. То есть тут кругом будут магазины. А я маленький такой, да? Вот тут, смотрите, шаурма. Или шаурма, как правильно. Скамеечки, люди сидят. Но я тут не сидел, потому что тут, смотрите, транспорта. Все пыхтят, пылят. Слушайте, какая у него. Смотрите, можно пройтись и насмотреться. Что только не насмотреться, каких только этих нету транспортных средств. Медцентр. Флаг Республики Саха-Якутия и флаг России. Тут они клумбочки высадили. Смотрите, цветули. Да, надо цветули садить. Цветули. Это все.
У нас лето короткое. Вот смотрите, сейчас начало июня, а еще довольно такие, ну как, не совсем что по-летнему, по-осеннему. Так, слушайте, я хотел зайти вот тут в магазин. Вот тут вот магазин есть. Называется гипермаркет Супер Эконом. Супер Эконом. Мне обувь надо глянуть на лето. А то что-то это вся уже расползлась от ходьбы. О, что у них? Реанимация. Это, видать, учебная какая-то, ага, под навесом. Учат их студентов колледжа мед. Супер эконом. То есть супер экономия средств. Сейчас глянем, что за супер экономия. Может, обычная приманка, как это любят, напишут эконома. На самом деле, все как везде. Так. 21. 3 лайка. Что такое лайков-то мало? Ставьте лайки. Самокат есть. Детские. О, чебил. Давно я тут не был. Мне надо, кстати, кепочку. Так. А вот эти? Ну, вот они есть, эти тапки. Тут, где мужские-то есть подобные. Вот такие типа кроксов. Ну, это детские. А мужские где тапки у вас лежат? Резиновые, да? Ну да. Да, вот с той стороны. А с той стороны. Спасибо. А вот кепки есть, смотрите. Сколько? 490. Вот такая вот. 500 рублей. Хороший цвет, кстати, не марки. Нью-Йорк. Такая что стоит? 550. Ну, короче, по 500 рублей они. Тут кепочки есть вот такие. Найки. Найки. 400 рублей такая Найки. 250. Вот это дешевле, 250. Потому что это не Найки, а это другая фирма. Ух ты, чемоданы продают. 6380. Такой вот. Это как раз материал. Ну, говорят, они якобы прочные, если оригинальные будут. 5500. Вот цвет хороший. Глаза бросает. А вот тканевый есть. Сколько тканевый? 3600. 3600. Такие вот есть. Так. Так, где тапки-то? Мне надо было. Какие зонтики есть? Палка какая. Трость целая. Отмахиваться. Так, вот тапки, да, у нас? Ну, это что-то совсем, да? Сколько такие сейчас стоят? 220. 220 такие. Ну, нормальная цена, кстати. Так, а где типа кроксы? Кроксы. Так, это все тапки обычные, да? Кроксы где? Вот, да? Похоже. Вот. О, кроксы. Так, кроксы. Ну, послушайте, правда, сколько они кроксы? 1000. Вот такие кроксы 1100. Такие вот есть. Это, кстати, какой размер? 10М, 12.
что, детские, что ли? Подростковые. Найки. 42-45. А такие найки сколько? 770. Вон синие найки. Так. Они что, все белые, что ли? Ух ты, даже с какими-то этими резинками здесь. Чтобы лучше держались, да? 1100, короче, вот такие вот. Лучше тогда кроксы настоящие взять, да? Такие, где они были. Вот. Они белые, слишком пачкаются. Серенький вот цвет. Так, а тут что? Тапки обычные, да, пошли. Так, ну понятно, в принципе. Я ж туда на второй этаж не пойду. Там жарко мне. Все, 1000 рублей надо за кроксы отдать. Чайники тут продают. Часы. Что только нет. Короче, все, что хотите. Можно затариться по полной. Ну а сейчас сколько кроксы стоят? Интересно, вот так вот, если в фирменном магазине. Так, читаем комменты. Так, куда идем? Гуляем по Якутску. Сегодня пятница, конец уже. Тут у нас вечер. И мэр говорит: привет, привет. We only think. Ёк, Макарёк, это где? Якутск. Якутск. Это где, спрашиваю, Илюш? Это где? Привет. Илюш, привет. Это город Алматы, Уруэйхау. Уруэйхау. Это город Якутск. Скажите адрес. Какой адрес? Ну, это вот улица Лермонтова здесь. Сейчас мы туда зашли. Вот в этот суперэконом магазинчик глянуть. Вот, кстати, смотрите, какой мурал здесь сделали. Большой. Ага, на медучилище. Зашли, гуляем вот тут. Сейчас давайте с вами погуляем. Сейчас тут свернем еще. Тут улица Свердлова. И немножечко по новым строениям здесь пройдемся. Так, ну это старый дом. Старый дом. А вот там, видно, да, там уже новые дома. Новые домины. Вот кто-то холодильник, что ли, вытащил. Здоровый такой стоит вон. Кому нужен холодильник? Шкаф от холодильника. Вот эти дома новые. Супер-пупер. По Свердлова. Когда-то тут был деревянные дома. Такие деревянные дома стояли. Их было куча целая домов. Ну, кто знает, кто жил в Якутске, примерно представляет, помнит. И снесли их лет, наверное, ну, тут буквально недавно. Там даже остались где-то в конце улицы еще деревья. Может быть, посмотреть. А тут посносили все и построили вот такие вот высокие дома многоэтажные. Тут, кстати, клиника. Не знаю, как называется точно. Так, а как пройти? Слушайте, тут я вижу заборы сплошные. Тут у них вход, смотрите, по этому. О, сделали вход по кнопочкам. То есть просто так вы не зайдете. Велики. Ну, а попробуем пройти. То есть территория закрыта от посторонних лиц. А раньше, я помню, тут было свободно у них. Ну, где-то вот этому дому год или два, года два. Так, что, я тут не пройду нигде, что ли? Тупик, все, тупик, тут все забаррикадировали. Вот сюда идти, что ли? Придется сюда идти.
Что-то все закрыли. Лермонтова 36/1. Хотел я пройти, и ничего у меня не получилось. Представляете, вам показать его строение. Там заборы, калитка на замке. Ну вот тут можно пройти с этой стороны. Лишние кругаля делаю только. Вот еще, по-моему, советский дом. Ладно. Насекомые тут летают, что ли. Ну и вот что я про этот зеленый лук-то говорил. Там сейчас должен быть лук. Лук как раз вот в начале июня он растет, и его нужно там хорошо побрать. Единственное, ну, что комарики, конечно, летают. Комарики и жалят. То есть надо соответственно одеться, там какую-то чем-то побрызгаться от комаринки, чтобы не воняло, чтобы комары не кусали. А то налетят и съедят просто. Такие у нас на севере комары злые. Злые-призлые. Голуби вон. Голубей вам немножко сниму. Вот, кстати, видите, мерзлота выдавливает. То, что там внутри, оно просто выдавливает. Такие вот, поэтому получаются вот это, пеньки, да. Ну, лето, зима, там перепады температуры. Все, что там внутри осталось, палки какие-то, бревна, оно все внутри. Так, голуби. Сейчас голубей вам покажу. Машина встала не в тему. Вот они, видно, да? Вот приближу. Вот их куча целая голубей. Здесь у нас живут они круглогодично. Вот тут их подкармливают. Вот они такие. Вот. Так, уменьшил. Все. Пошли дальше. 32 минут. Подскажите адрес магазина. А магазин это, смотрите где. Вот точно адрес я не знаю. Тут улица. Короче, там медучилище, перекресток Петра Алексеева и Лермонтова, да? Вот медучилище. И за медучилищем вот тут вот проход заходите, и там магазин Супер Эконом. Ну там промтовары. Одежда. Все такого плана. Все подряд продают сейчас. Ну, кроме химии, по-моему. Кроме химии. Там чемоданы, сумки, одежда мужская, женская, детская, обувь и так далее. Натуральные продукты, ферма, магазин. Так, кстати, давайте с вами тогда, что ли, пройдемся по Свердлову, раз мне уж не удалось поснимать внутри из-за этих заборов. Давайте по самой улице пройдемся, посмотрим, как она сейчас выглядит. Может, кто-то не видел. Так, вот она, вот здесь вот перекресток Свердлова-Ленина. И вот здесь вот она идет туда. Кстати, сделали какие-то, что это такое, для растений. Ну, здесь бывшая церковь вот эта, сейчас переделана. Смотрите, все подряд здесь. И кофе, и озон, и цветы, и тренажерные какие, и бар, ресторан, и мужские стрижки. Марк Бэх какой-то, ну, видать, это как-то, вон там бороду, все подряд. А смотрите, вот тут был деревянный магазин такой одноэтажный. Сейчас вместо него построили вот такой вот дом. Вот такой дом. Вот.
Еще не сделали, не открыли его, да? Тут тоже, видать, какой-то магазин будет. А тут рыба, балык продавали, там вино, там и там продуктовый был магазинчик. Там идет ремонтные работы. То есть его делают, только поставили. Ну и вот здесь вот начинаются вот такие вот дома высокие. Сколько этажей, кстати? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 этажей, что ли? Может, я ошибся. Ну, где-то так. И тут вот тоже их много. Свердлова 1 адрес. Закрытая территория. У них тут кодовые замки, смотрите, все. Но это вот они недавно сделали кодовые замки. Раньше можно было свободно гулять. Аптека, продуктовый магазин. Ага, все такой забор. Могли бы какой покрасивее забор сделать. Ну что, просто как, знаете, тюрьма какая-то, как будто бы. Что-то бюджетненько вообще. Хотя квартиры тут я не думаю, что они бюджетные. А забор что-то вообще скромный какой-то. Так, вот. И здесь тоже вот эти новые дома. Смотрите. Там та четная сторона, Свердлова 2 получается, а это нечетная у нас. Вот так вот тут сделали все. Сейчас сваи вот такие. Тут под сваи можно заехать, смотрите. Парковочки есть бесплатные. И дворик. Тут этот дом вообще весь закрытый. Супер великая у них площадка игровая наверху. Видно, да? А снизу машины стоят. То есть площадь как бы небольшая. Вот так они сейчас выигрывают за счет того, что делают на втором этаже детскую площадку игровую. Вот тут также аналогично сделано тоже во дворе вот этого дома. Снизу тут парковки, а сверху вон там качели, все есть. Кстати, вход можно сделать там, наверное, закрытый, то есть тоже по коду, чтобы посторонние как бы не заходили и не портили. Аккуратненькие такие стоят, смотрите, здесь под велосипеды. Ну вот это вот все вот только-только сделали в том году, похоже, да? Недавно. Тут все чистенькое. Здесь находится, кстати, вот в этом доме муниципальная поликлиника зубная. Угу. Муниципальная. Вот в этом. Тут есть пароходы такие. Внутри дома. Тут уже следующий дом идет. Ну и тоже вот игровая площадка так сделано все цивильно. Там баскетбольная у них, да? Баскетбол играют. Снизу машины стоят. Ну, сейчас такой дом, конечно, построят. Машин-то много. Поэтому надо место для размещения. Ну и вот тут сейчас я покажу. Вот эти тоже два домика. Два домика вот этих. И он у них также между домами переход такой сделан. И там детская площадка. Вот. Два домика таких. Ну вот. Там, по-моему, у нас офтальмологическая больница. Вот там дальше идет. Сейчас мы с вами выйдем здесь. Выйдем и пройдем на ту сторону.
Ну, тут, посмотрите, переход даже какой-то с этого дома в это. А, вон там напротив еще, смотрите, какие дома. Интересные тоже, да, на крыше там такое вот находится. Ну да, вот и уже Якутск по-новому выглядит, да. То есть как было, вот сейчас как было, я вам немножко покажу, тут маленький кусочек остался. Вот это переход интересный, это зачем из этого сделали в это, куда это, сюда, смотрите, переход какой. Ой, интересно. Ну да, вот это офтальмологическая клиническая больница вот здесь вот с этими, кто с глазами, да, проблемы. Вот здесь вот. И тут переход прямо сюда. Интересно, для чего сделали так? Переход такой. Тут живут работники больницы или просто тут часть, может быть, часть поликлиники. Но вывесок нету никаких. Так. Вот мы вышли опять на Свердлова. Но там вот продукты продают. Лаваш, шаурма. Вон. Мир пультов. Вот. И вот эти вот новые дома, которые здесь построены. Тут у них как сделаны флажки. Вывеска больница офтальмологическая. Остановочка. Ну что-то остановочка как-то совсем мало места. Ну, наверное, из-за этого дома вот забор здесь. Еще вот такой вот. Кладовки какие-то древние. Народу тут достаточно. Тут, по-моему, двойка ходит, что ли. И вот такой домик. Еще из бруса. Вот так вот улица выглядела Свердлова буквально лет 5 назад вся. 5-10 лет назад. Вот так вот. Ее можно, кстати, посмотреть на Яндекс.Картах, панорамах. Там вот за 2012 год где-то так вот. Вот смотрите, как низко уже эти окна. Смотрите. Ниже уровня вот этого тротуара даже получается. Ну тут люди живут, там у них цветы, кондиционеры тут, понимаешь ли. Двойка идет, ага. Двойка. Сейчас она тут причалит, становится и люди вон туда заходят. Свердлова 13 дом. Вот еще у них осталось так вот кусочек, короче, старины. Вон тут он утеплял что-то, товарищ. Теплица. Вот такие вот дворы здесь. Так. Все. Это уже сама клиника. Велосипед стоит. Люди еще живут. Мусор. Вот сюда выкидывают. Вот это ихняя мусорка. Еще где-то выгребная яма должна быть с туалетами уличными, по идее. Поскольку дома не благоустроены, вот эти вот по старинке ходят. Вот тут, смотрите, покрасили. Неотложная офтальмологическая помощь. Центр неотложной офтальмологической помощи. Здесь вот Свердлова 17 адрес. Ну и мы выходим. Где тут переход у нас? Как мне перейти на ту сторону? А, вот он. Там надо будет перейти. И вот здесь вот эти вот новые дома, которым буквально год-два. Их тут несколько. Сейчас на ту сторону перейдем. Тут остановка тоже сделали. Остановку раньше не было. Сейчас перейдем по переходу и глянем. Ну вот он уже покосился, уже на бок куда-то. Все, завалился.
Ну, видать, людей расселят куда-то. Хотя тут на втором этаже еще пластиковые окна стоят. Провод какой-то болтается. Опасно. Так, ну, переход. Дорогу что-то повело в этом месте. Так, ну давайте зайдем. Тут ну, первый этаж. Коммерция, смотрю. Тут парикмахерская. Клиника косметологии. Автошкола. Регион 14. Отдел продаж, Оптимастрой, квартиры от застройщика здесь. Вот номера телефонов, если что. Автоматические ворота, какие-то коммерческие фирмы. Вот. Сейчас во двор зайдем, туда я почитаю ваши комментарии. Так, третий подъезд, второй подъезд. Вот тут Озон также. Клиника вон там какая-то. Все машинами заставлено. Вот так вот. Мясная лавка, вон вижу. Скамеечка скромненькая одна. А здесь как-то, смотрите, велосипеды просто вот как-то так у них стоят. Кто-то кепку потерял. А, вот есть для велосипедов. Тут лавочка одна. Почему-то с лавочками скромненько тут, конечно, сделали. Вот такие домики здесь. Красивенькие, аккуратненькие. Так, почитаем. Привет от Якутска, с города Алмата. Выехал. Привет. Ага. Магазин подсказал. Так, 3 лайка. Что так мало лайков-то? Тут ходишь, стараешься, понимаешь. Тут 2 лайка. Несложно же там кнопочку нажать, палец вверх и все. Вот, тут сколько домов этих? Раз, два, три, 4, 5. 5 домов вот таких вот стоят. Ветерок тут дует. Кстати, между большими домами заметно, что, видать, воздушные потоки бьются, отражаются. Вот. Так вот тут аккуратненько сделано. Такие квадратные домики. Вот там окна моют. Да, и жильцы заселились недавно. Ну, у них аккуратная. Вот тут площадка такая. Тут уже без этих всяких вторых этажей. Ну и сейчас вот сюда пройдемся, еще тут туда выйдем на улицу Халтурина. Посмотрим еще здесь то, что осталось. Детвора вот тут бегает. Я помню, мы тоже тут, когда маленькие были, тоже бегали. Ветруган тут хороший. Так, это мусор, видать, с этих строек, да? Думаю, его вывезут. Ветра эти проходим. Ну и вот эти дома. Это улица у нас Кальвица. И вот здесь вот эти еще деревяшки остались. Для истории поснимать. Вон она вообще уже, куда ее занесло. Господи ты, боже мой. Она кривая, вот, прогнулась посередине подъезда. Страшно туда вообще заходить. У них тут полисаднички какие-то. Березка. Теплички. Так, где мне тут пройти-то? Тут гаражи кто-то влепил. Так, туда я не пройду. Вот сюда пройду. Так, тут под ноги надо смотреть. Стекла битые. Ну, по идее, вот эти тоже все тут посносят. Думаю, в скорости уже. Нет, уже построят. Тут проход.
проход через трубы. Такие вот. Раньше, я помню, тут выгул собак был. Тут какой-то... Что такое это? Такое-то? Какая-то была... Кстати, смотрите, цветет пух. Вот от этого тольника, да? Пух летел сегодня. Он все в пуху. Вот видите, да, сколько пуха. Поэтому сейчас пух летит. Вот так вот постучишь, и он везде он. Фу-фу. У кого-то даже аллергия бывает, да? Так. Вот тут домик закрался такой. Вот он. Раньше тут собак выгуливали, я помню. Сейчас тоже, наверное, выгуливают. Скорая он едет где-то там. Вот такие вот. Тут несколько домов вот осталось еще. Осталось. Мусорка у них какая-то страшная. Тут лужа посреди дороги. И проход получается через вот эту вот детскую площадку. Такой вот. Все крутится. Качели у нас висят. Это... О, не знаю, мне крутится. Жестко все замерзло. А там это песочница, песка нету. Тут скамейки можно посидеть, вон, покурить. Качелина такая. Ну, Волга еще какая-то допотопная. Ну, аккуратненько, смотрите, у них как все. Смотрите, приспособил машину у него. Прямо вышел с окошка и в машину залез. Все, выходим на улицу Халтурина. Так, ну вот здесь вот такой вот райончик еще старинный. Здесь еще пока не успели снесли. Магазин «Радуга». Вот здесь вот. Как мне тут перейти-то? Вот там где-то. Так. Зайти в него. Давно я не заходил. Что за село такое? Это Якутск город, какое село? Вот что. Что за позор? Что есть? Я историю снимаю для истории. Значит, позор. Вот кто-то здесь жил, может посмотрит, вспомнит. Вот магазин «Радуга» здесь. Напротив. Старый, кстати, магазин. Сейчас глянем, что тут есть у нас. Так, тут все подряд продают. Вон продуктовый магазин, овощной. Кофе продают. Можно кофеек попить. От 70 рублей написано. Всякое разное. Одежда. Товары. Конфеты. Конфетки, вот халва продается. Монпансье. Вот что-то китайские какие-то товары, да, похоже, китайские. Лекарства. Парикмахерская. И тут что за какой-то магазин. Зарядка телефона 50 рублей. Пауэрбанки. И так далее. Пульты. Вот он, магазин. «Радуга» сейчас так выглядит. Вот такой вот он. Раньше тут по-другому было. Раньше было по-другому. Здесь, по-моему,
какую-то одежду, ткани продавали. Ну, вот такое покупали. Мы тут сюда ходили в него. Тринитрон магазин цифровой техники. Вот он здесь находится. Все подряд там продают. Ключник, дубликаты, замки. Здесь по халтуре вот эти деревяшки еще остались. Их тут домов, наверное, 10, что ли. Вот здесь сделали тротуар. Опять остановку сделали. Такую вот. Вот они, исторические места. Ну, эти дома где-то построены были в 60-х, 50-х годах. Люди здесь жили, прожили много лет. Тут не одно поколение выросло людей. Магазинчик какой-то соорудили, Альянс, вон, товары для дома. И тротуар тут хороший. Кстати, эта КПДшка еще советская. Такая вот. Тут не стали окна однотипно застеклять. Хотя вот тут похоже что-то есть. Вот тут однотипные окна, да? Там что-то недоделано. И здесь тоже. То есть кто-то не делал, и вот так вот получилось какая-то, ну, короче, немножечко окна какие-то, балконы не застеклили. Пару балконов. Ужасно. Так. Вот. Опять полезло что-то. Трещины уже пошли. Трещины. Кстати, солнце вышло. Смотрите, солнышко. Вон оно. Из-за облаков, из-за туч. Поэтому сейчас стало припекать. Сколько у нас сейчас времени-то? 17 часов 15 минут. Давайте сюда свернем с вами. Вот сюда вот. В ограду. Ну, ремонт обуви, будка вон стоит. Как раньше. Она закрыта, что ли. Такой дворик. Большой довольно, да? Смотрите. Тут сделано для машин парковка. Какое-то здание, тут какая-то организация находится. Не знаю, что за организация, но находится. Ух ты, у них тут раздельный сбор мусора, даже обалдеть можно. Картон, стекло там. Разные мусорки. А тут что? Тут гаражи, да? Получается, надстроенные. Парикмахерская студия парикмахерского макияжа. Вот что тут. Так, мы тут выйдем вообще. Я сейчас зайду опять и не выйду. Иду дворами, чтобы... Так, тут, похоже, мы не пройдем, да? Хотя если он там перескакивает, через это перехода нету. Тут, что ли, проходить? Ага. Ну, так вот делают гаражи, и сверху этаж надстроенный, там какие-то организации или что-то находится. Фирмы. Офисные помещения. Ну, тут смотрите, сколько транспорта стоит. Летом люди ездят. Но каждого, вот, кто в Якутске проживает, ну, вообще получается по машине по две.
Ну, все умеют водить, ага. Там муж, жена, если семья. Каждому по машине. Так, продаю. Что-то продает здесь он. Вот это строение, да? Так, вот мы вот здесь вышли. Сейчас почитаю ваши комментарии. Тут гаражи еще. Вот тут хрущевка старенькая. Четырехэтажные еще первые постройки. Кстати, такие четырехэтажные были. Потом уже стали хрущевки строить пятиэтажки. А это еще вот старенькая. Где-то 60-е годы. Ну, они уже на сваях, все как положено здесь на севере, на вечной мерзлоте делать. Так сделано. Так, почитаю. Для Георгия Мамилова, я смотрю стримы Тима, это мой город, где я родился, вырос, вам этот стрим. Спасибо. Варнинг Рус. Спасибо большое. Ваш отзыв. Ну и вышли мы на улицу Дзержинского уже. Вот эти тут дома новые стоят. Смотрите, сколько тут машин. Я говорю, каждого, у кого машины есть, там по 2 машины так имеет. Тут игровая площадка у них. Вот здесь они впихнули между вот этим домом и этим домом. Не совсем тут, конечно, хорошо как бы. То есть рядом дорога Дзержинского. Сейчас выходим на нее. Она постоянно запружена транспортом. Тут транспорт вообще никогда не останавливается. И тут посадили, ух ты, какие-то там цветы. Интересно, сейчас давайте приблизим, посмотрим, что за цветы. Такие вот цветы. Что за кустарник этот, что за дерево, не знаю. Ага. Вот тут. И вот она Дзержинского, такая вот. Остановка Банковская еще так называемая. Тут она напротив. Раньше вот в этом доме, где апельсин, вот этот вот, да? Вот он, апельсин, была 7-я столовая и кулинарка. А сейчас тут торговый центр. Много-много там магазинов каких-то. А с этой стороны тут тоже первые этажи. Но тут вот банки. Там Сбер, ВТБ. Росбанк был. Сейчас что вместо него стало? Халва, Совкомбанк. Вот. Там дальше Алмаз-Эргенбанк. Смотрите, сколько, какой затор сейчас. Какой затор. Вот тут, по-моему, самая большая пробка в городе. Вот этот участок от Кальвицы, перекрестка от Пожарки, получается, до перекрестка Дзержинского, Лермонтова. Самая большая пробка. Вот тут стоять нужно долго. Флаги, Россети. Флаг, кстати, вот с шариком, с мячиком. Сбераптека. Вот здесь вот. Вот тут напротив еще старая хрущевочка, пятиэтажка. Когда-то тут была биржа труда, вот там между домами. Сейчас ее в другое место перенесли. А здесь вот этот дом, тут, кто помнит, в советское время находился магазин юбилейный, где продавали радиоаппаратуру, разные телевизоры, еще ламповые продавали какие-то, ну, с кинескопом. Ага. Холодильники, по-моему, ну, такого плана. А сейчас здесь вот эта часть. Лор, хирург, аллерголог, прием анализов. КТ, ФЛГ, рентген, маммография стала. Короче, клиника какая-то.
жилая. Напротив, вот здесь вот тут, кстати, стояла биржа труда раньше. Вот сейчас тут на этом месте сквер находится. Люди договариваются продуктами. Так, транспорт со всех сторон тут. Скамеечки скромненькие. Ага. Редмед. Медицинская клиника Редмед сейчас находится. А тут что только не было. Тут, по-моему, якутские промыслы были, потом какой-то китайский магазин или ресторан, что-то такого типа. Вот, кстати, вот эту вот домину, она сколько лет стояла? Лет 5-6 бездействия. Ее зимой начали восстанавливать, делать дальше продолжение стройку. Ну, говорят, ипотечный дом там, у кого-то ипотека, ну, короче, я не знаю, какие проблемы возникли, но стройка заморозилась, и люди вот ждут до сих пор эти квартиры. Получается, лет 10, наверное, да, где-то, или 8, ну, длительно, ага. То есть людям обещали одно по срокам, а реальность оказалась совсем другой. Ну, вот тут мостик, вот этот мостик. Тут один из самых, наверное, таких напряженных перекрестков в городе, вот этот вот. Улица Кальвица и улица Дзержинского. Эта дорога идет в аэропорт. Ну и до Намцев она. Если туда ехать, Намцирский тракт. Жатай. Короче. Новые вот эти там. Новый жилой квартал стоит, Сатал. Там частный сектор, застройка деревянная. Гоняют они, а? Смотрите, как вам ситуация транспортная в Якутске. Вот столько вот машин. Так, пошли вон туда, на тот переход. И здесь, и везде машины еще. Смотрите, машины тут 2 ряда, а там 3 ряда аж едут. Успеваем. 10, 8, 7, 6. Успели. Так. Напряженная ситуация, да? И, конечно, сейчас пятница, уже конец рабочего дня. 2 дня выходных, а здесь вот главное управление МЧС по республике Саха находится. Пожарка. Вот здесь вот пожарные машины стоят. Если что-то случается, они вот отсюда выезжают. Вот здесь вот. Пожарно-спасательная часть. Вот и гаражи их. Вода питьевая, не газированная якутянка, реклама такая. Так, успеваем мы? 10 секунд, давайте быстрее. Придется встать где-то тут. 4, 3, ой, еле-еле успел. Не успел. Затормозил. Фу. Тут магазин «Царская охота». Вот он, тут бар, клуб, ресторан «Крыша». Еще тут какаду был. Тут, кстати, вот тоже какие-то цветущие кустики растут. Ветерок поддувает, слушайте. Спасибо. Так, 7 человек смотрит, 4 лайка, все шикарно. Это меня вот это баннер привлек.
Якутянка, вода питьевая негазированная. Реклама такая. А здесь стал не какаду, а ресторан, лонжи, винзавод называется. И своя копейка магазин. Сейчас я туда подымусь, и здесь мы с вами уже завершим нашу сегодняшнюю встречу, наш сегодняшний стрим. Показал я вам, овощи продают прямо на улице. Показал я вам ситуацию. Сегодня 6 июня, начало лета в Якутске. Что и как выглядит. Мясной двор, сырная лавка вот здесь. Здесь вот фикс прайс еще добавил. Давайте фикс прайс я зайду вам, покажу немножко, потом выключу. Какой фикс прайс? Фикс прайс относительно у нас недавно работает, года 3 всего. Вот здесь вот кофе. И тут что только нету. Цветы для дачи что-то продают. Горшки. Земля, что ли, удобрение, да, какое-то? Угу. Угу. Шампушки разные, мыло, так далее, игрушки. Сами видите. Шнуры этим недорогие, кстати. Сотовая заряжать, зубная паста. Чуть жемчуг 180 рублей стало стоить. Обалдеть можно. А когда-то он стоил 40 рублей. Так, тут музычка у них играет. Книжки, тетрадки. Всякая разная канцелярия. Сумочки, нитки. А это что такое? Массажерный валик. Носки есть. Всякое. Так, чашки. Чашки. И вот еда. Что-то у меня в горле пересохло довольно конкретно. Ну, я, наверное, тут не буду брать посуду. Вот сейчас там возьму. Ну, вот такие вот. Ну, цены дороже. Процентов на 30, чем в западной части России. Лаваш. Процентов на 30-40 дороже все. Вот. Ладно, все, выходим. Наушники вон продаются под iPhone 630 рублей. Фонарики всякие. Что хотите. Ну, тут также действует эта клубная карта их, не фикс прайсовская. Все, выхожу, что-то мне жарко. Заходился совсем уже. Терминалы самообслуживания есть. Так, давайте выходим. Тут своя копейка, магазин продуктовый. Фух, хоть на воздух вышел. Ну и все. Все, короче, всем пока. Приятных вам выходных. Суббота, воскресенье, чтобы хорошая погодка была. Может, тут облака эти развеются и будет тепло выходное. Ладно, все, всем пока. Завершаю стрим.
Подписывайтесь, ставьте лайки.